Сегодня у нас большой фольклорный концерт, он преследует сразу две цели. Первая цель — это у нас восстановить наши былые фольклорные абонементы общегородского масштаба. То есть это мероприятия, которые проходят в рамках всего города, при этом организовано и снизу, по инициативе снизу. То есть это не какие-то формальные мероприятия. Первая цель. А вторая цель — это вернуть фольклор в Дом ученых. В большом смысле, постоянном смысле. Потому что, в принципе, здесь у нас есть и клуб Дома ученых, здесь есть и различные мероприятия, и даже в большом зале у нас в прошлом году был большой казачий концерт. Но это эпизодические в основном мероприятия, и они такие не городского уровня. Вот. А вот мы хотим именно, чтобы у нас здесь многие старожилы помнят фольклорные фестивали, которые здесь проходили в 80-е годы. Они тогда назывались сибирские фольклорные фестивали молодых исполнителей фольклора. Молодые уже стали не очень молодыми, но тем не менее, с какого-то момента эта традиция именно в Доме ученых пресеклась, но мы попробуем, возможно, ее восстановить именно этим концертом. Долго говорить не буду. Первый у нас на сцене перед вами стоит ансамбль «Пава» из Краснообска. Вот, руководитель Ольга Карасева. Она сама что-нибудь расскажет, наверное. Христос воскресе! Очень рада всех вас видеть, дорогие друзья и уважаемые зрители. Да, мы ансамбль «Пава» из поселка Краснообск, из которого теперь только я. Дело в том, что да, ансамбль всегда был трио, но лет 10 он был в другом составе. В этом составе мы поем 2 месяца. И не всегда удобно петь, мне очень нравится петь втроем. Но если хоть кто-то один не может, это сразу перестает быть ансамблем, становится дуэтом. Это уже совсем другая песня. Поэтому мы с удовольствием взяли бы еще одну или 2 участницы, кто готов гонять до Краснообска раз в неделю. Воспользовавшись, так сказать, ситуацией. Да, это был народный распев села Колбаса Криштовского района Новосибирской области. Первоначально наш ансамбль был приличным, пел только это село, эту традицию. Потом мы были в долгом наших поиске. За это время теперь мы ансамбль «Всея России», мы поем от Приморска, там, до Пскова. Ну, как бы для себя пробуем, да? Но все равно сейчас вот прицельно взялись поучить Брянскую область и брянских переселенцев в Сибири. Споем, собственно, с Брянска. Живет моя белая,
Ну, следующий приглашаю. Вообще-то у нас лимит 10 минут, не обязательно так быстро убегать со сцены. Да, сейчас вы сами представьтесь, потому что я сами не знаю, кто из вас сейчас выходит на сцену. Славится, да, насколько я понимаю? Здравствуйте всем! Очень рада всех видеть, мы очень рады возобновлению наших, теперь уже, опять-таки, традиционных фольклорных абонементов. Всех очень рады видеть, и мы фольклорный ансамбль «Златица». Нам в прошлом году, кажется, было 15 лет, как будто бы. Так что мы еще очень молодые, еще стремимся. Наша сфера познаний, увлечений, помимо того, что и костюмы, и хореография, и еще крестика мы вышивать немножко умеем. Мы, конечно, любим изучать свадьбу, не только в Новосибирской области, вообще, в принципе, свадьбу, и большое количество разных пар, не связанных с фольклором, но все-таки имели на своих свадьбах хоть небольшую каплю традиционной, да, так сказать, традиционного обряда. Ну и переселенцы, переселенческие песни, и Краснозерский район, свадьбы Краснозерского района, в общем, чего только мы не делаем. Что мы будем петь, мы не знаем. Мы с вами будем сейчас играть в такую рулетку. Мы будем задавать вам вопросы, вы будете их отгадывать и будете говорить, что нам спеть. Нас на самом деле 5 человек. Ничего не помню. Да. Нас 5 человек. Еще у нас есть руководитель одна, Ольга Геннадьевна Баткина. Но она у нас уже радостно поехала на Алтай. У нее там база своя, вишня. В общем, всех туда ждет, приглашает, вернется к нам в октябре. Ну, начнем с того, что помимо вообще свадебных всех дел, мы очень любим, очень шибко любим мужиков своих. И все песни только мужикам нашим посвящаем. Поэтому, собственно говоря, и желаем-то вам всем выговариваться в песнях, когда браки будут крепче, да? И вот первую песню споем, так сказать, нашим мужикам. Ну и вашим тоже. Мужик жонке досажал, ей работой попрекал. Хорошо тебе сидеть, за ребятами глядеть, а по дому управлять, все равно, что отдыхать, да. Я то в поле работаю, часа отдыха не знаю. А по утречку вставали и работой поменялись. Едет жена работать, мужик дома управлять, да. Жена в поле уезжала, мужику наказ давала. Хлеб постряпать, масло взбить, кур цыпляток сторожить, за ребятами глядеть, за скотиною смотреть, да. Только баба за ворота начинается работа. О, копеечку растоплял, ребятишек потерял, чтоб цыплят не растерять, думал с курицы связать, чтобы масло позбивать, себе к рынку привязал, за ребятам убежал, а квашонка не дожала, спички на полу бежала, хрюкалка в избу зашла и все тесто сожрала. Прилетел тут коршунок, цыплят с курой уволок, в огород козлы попали, всю капусту обглодали, да. Мужик шибко торопился, да на дороге оступился, навзничь на землю упал, крынку с маслом и сломал, тут собаки подбежали и все маслица слезали, да. Только в дом ребят привел, да глядя день уже прошел. Печка вся давно погасла, на полу пустая квашня, а голодный скот мычит, на крыльце петух кричит. Жена в избу забежала, да от испуга задрожала. Ее муж как лунь седой, ходит точно не живой, русые волосы в муке, вся рубаха в молоке, ребятишки просят есть, а в избе не встать, не сесть. Тяжко в поле работать, лучше дома управлять. Ты, жена, проси меня, буду в поле робить я.
В общем, собственно говоря, всем желаем мудрости житейской, бабской. Что спеть дальше? Скажите, лирику? Да, украинскую. Спасибо. Я знаю всегда, что сказать. У милого під віконцем межулета роза розцвіла. Изменял меня мой милый, знать судьба моя такая. Изменял меня мой милый, знать судьба моя такая. Не піду я завтра в церкву, де будуть ми лого вінчать. Я й не втерплю, та й заплачу, будуть люди да примечать. Я й не втерплю, та й заплачу, будуть люди да примечать. Тихо, тихо, дзвонять, милий мой, вінчається. Дай по дорога, ліволь вір, жизнь моя кончається. Дай по дорога, ліволь вір, жизнь моя кончається. Тихо, тихо, понад гаю не вона сама туди пішла. Слышала выстрел был, раздался, знать застрелила себя. Слышала выстрел был, раздался, знать застрелила себя. Я до неї ближе, ближе, вона лежить, чуть-чуть жива. Прости, прости ж моя мила, прости, прости ж моя вина. Прости, прости ж моя мила, прости, прости ж моя вина. Я за всю тебя прощаю, ты за измену никогда. Як ти клявся, любить брався, а тепер змінив мене. Як ти клявся, любить брався, а тепер змінив мене. Берите мирку, шейте платья, да с черной бархатной каймой. Опустите меня в яму, гроб накройте да кисеей. Отпустите меня в яму, гроб накройте да кисеей. Расступися, добрые люди, да чтоб на мертвых ляганув поховають мою милу в глибокою яму. Поховають мою милу в глибокою яму. Что-то такого не происходило. Держите бабоньки револьвер дома. Тогда мужики послушны будут всегда. Поверьте, да. Пожелательную спойте. Пожелательную? О, мы сейчас, знаете, какую пожелательную? Мы сейчас, вообще, на самом деле, мы можем про мужиков, про наших, целый концерт дать на 2 части, понимаете? Без антракта, как говорится. Давайте на точку споем. Вот она как раз-таки будет пожелательная всем мужикам. Поучительная. Ой, там на тавчку на базари жінки чоловіка продавали. Як прийдеться до ладу, то я свого поведу та й продам. Як прийдеться
до ладу, то я слово поведу, та й продам. І злих мотозок сокала, взяла свого милого, злягала, та й повела на базар, до терниці прив'язала, та й повела на базар, до терниці прив'язала. Як наїхало покупальниць, як наїхало торговальниць, стали думать, ще й гадать, що за цього можа дать. Стали думать, ще й гадать, що за цього можа дать. А за цього можа треба дати. А за цього мужа треба дати. Пару коней вороних, 600 рублей золотих. Пару коней вороних, 600 рублей золотих. Как любая баба. А я стала, подумала, з кіньми треба возиться, а з грошима носиться. А ми, милий чорнобривий, до роботи не ленивий, він до мене знадобиться. А мой милий чорнобривий, до роботи не ленивий, він до мене знадобиться. Він насіє на ори, не для кого, для мене. Іди, моє серденько, пожалію я тебе. Іди, моє серденько, пожалію я тебе. Спасибо большое. Всем любви, счастья, взаимного семейного уважения и рожайте детей все. Какие 9 девок сейчас тут, и один я. В смысле, я. Это называется коллектив. Так, давайте сами про себя расскажите. Добрый день. Ну, как вы можете видеть, тут все-таки гонит я и 9 девок. Сегодня, правда, 8. Но так как у нас власти исполнило 3 песенки, мы одной займем. Такой веселенькой. Заболела Дунина головка, заболела Дунина головка, мамашка моя благодетельница, а я дочка твоя разорительница. Вот и гребень, вот и лен, вот и 40 веретен, ты сиди поглядывай, да на меня поглядывай. Чего же она заболела? Чего же она заболела? Мамашка моя благодетельница, а я дочка твоя разорительница. Вот и гребень, вот и лен, вот и 40 веретен, ты сиди поглядывай, да на меня поглядывай. За моря зелье захотела, за моря зелье захотела, мамашка моя благодетельница, а я дочка твоя разорительница. Вот и гребень, вот и лен, вот и 40 веретен, ты сиди поглядывай, да на меня поглядывай. Я на коне море перееду, я на коне море перееду, мамашка моя благодетельница, а я дочка твоя разорительница. Вот и гребень, вот и лен, вот и 40 веретен, ты сиди поглядывай, да на меня поглядывай. За моря зелье достану, за моря зелье достану, мамашка моя благодетельница, а я дочка твоя разорительница. Вот и гребень, вот и лен, вот и 40 веретен, ты сиди поглядывай, да на меня поглядывай. Полечен Дунину головку,
Так, ну тогда это было у нас 8 девок, 1 я. Количество девок варьируется. Сейчас мы вызываем на сцену, или просто так на круг, самый молодой у нас коллектив по времени создания, так сказать. Коллектив Каманика, руководитель Александр Яшин. Он сейчас учится. Это полезно. Восхождение всегда оно такое. Можно я без микрофона? Слышно же, пойдем? Можно мы так? Спасибо. Мерси. Здравствуйте, дорогие коллеги, здравствуйте, дорогие зрители, дорогие друзья. Мы все прирастаем и прирастаем. Мне тут коллеги написали вчера из другого региона, говорят, ну, когда 3-й коллектив? Я говорю, я не знаю, пока 2. Фольклорный этнографический ансамбль Каманика — это вот эти вот прекрасные люди, которые поверили мне и в меня и решили, что они почему-то пришли со мной петь. Вот, или я с ними пришел, уж не знаю. Мы поем традицию песенную Калужского региона. Она не однородна, и нельзя сказать, что есть такое понятие, как калужская песенная традиция. Она очень разнообразна. Но мы занимаемся, это сложно очень, потому что очень такая пестрая традиция, и наше название, собственно, Каманика, оно означает, это калужское слово, оно означает ежевика, потому что у нас в традиции очень много таких терпких созвучий, всяких секундочек, вот всякого такого, кто музыканты, вы меня поймете, и вот за счет этого она такая вот, как ежевика. Ну и мы сами такие, вообще-то, люди непростые, с характером. Вот. Мы вообще, наш коллектив, он начался где-то месяца, наверное, 3 назад, да? 3, да. Вот. Начался где-то месяца 3 назад, и мы начинали просто петь все подряд, и там мы чуть-чуть даже на Тарасову территорию зашли, даже семейский стих духовный один пели. Вот. И мы пели и самарскую традицию чуть-чуть. Мы вам представим поэтому сегодня одну калужскую песню, а одну самарскую, уж такую, не в защите. А первая песня, село Вербежичи, Людиновский район, Калужская область, сяду я на лавочку, припечалюсь. Про то, как он бросил, позабыл, ну как всегда, короче. Она его во сне видит, он в корабле плывет с другой, она говорит, как же так, это все горе мое, и полно вам, ребятушки, чужую водку пить, пора вам, ребятушки, свою заводить, полно вам, ребятушки, чужих жен любить, пора вам, ребятушки, тоже своих заводить. Короче, все надо свое иметь, и водку, и жену. Сяду я на лавочку, припечалюсь. Гляну я в окошечко, гуляет народ. Гляну я в окошечко, гуляет народ. Все люди хорошие, моего дружка нет. Все люди хорошие, Моего дружка нет, мы разорошенника в зеленом саду. а мы раскорошенько В зеленом саду щеплеты ломали, зелень виноград. щепить он ломает. Зеленый виноград, кисточки бросали, шоры на кровать. Кисточки бросает, Шоры на кровать, спешили, не спешли, возлюбленная. спешили, не спешли. Возлюбленная, сплю ли я, не сплю, лишь во сне хорошо. Сплю ли я, не сплю ли? Во сне хорошо, все крутые горы, все воля моя. Все крутые горы, Все воля моя, сядет вечно быстрая, со слезы моя. течет речка быстрая, Со слезы моя, поэтому по речушкам судновая гора. поэтому по речушкам Судновая гора, полетим корабличку, ты мой друг гулял.
спасибо за то, что вы нас похлопали. А теперь мы вам споем песенку веселую. Ну как веселую, тоже про взаимоотношения зятя и тещи, конечно же. Это такие плясовые припевки вообще. Они записаны в селе Утевка Нефтегорского района Самарской области. Вот товарищи из коллектива «Череда», мы с вами оттуда пели «Ни о чем Ванечка не думал». А вот теперь мы споем вот плясовую песню тоже из Утевки. Эта песня, это припевочки, они просто поются вот на гуляниях. Там сначала рассказывается про то, что девушка прогоняет, значит, селезня, гонит его домой, говорит: иди, селезень, до дому, я тебя продам за копу, за 3 копа селезня продала, а еще осталась сдача, и на сдачу она наняла дударика. И просит его: играй, дударик во дуду, а я млада свое горе забуду. Ну и рассказывается про зятя тут же, что зять на тещи капусту возил, молодую жену в пристяжку заладил. А дальше спойлеры. Да, ты вези, родим моя мать, полегонька молодая жена, ну, старую матушку и черт не возьмете, а молодая жена живот сорвете. Вот. Очень позитивная песня. Проходила девица бережком. Проходила девица бережком, проходила девица бережком, прогоняла селезня подошком, прогоняла селезня подошком. Иди, селезень до дому, иди, селезень до дому, продам тебя, селезень, за копу, продам тебя, селезень, за копу, за 3 копа селезня продала, за 3 копа селезня продала. А на копу дударика наняла, а на копу дударика наняла. Ты играй, дударик во дуду, ты играй, дударик во дуду. А я млада свое горе забуду, а я млада свое горе забуду. Дед на тещи капусту возил, дед на тещи капусту возил. Молодую жену присяжку заложил, молодую жену присяжку заложил. А ты вези, родима моя мать, ты вези, родима моя мать. Полегонька молодая жена, полегонька молодая жена. Старую матушку я черт не возьмет, старую матушку я черт не возьмет. Молода жена живот сорвет, молода жена живот сорвет. Это было наше первое выступление. Спасибо, что слушали. Замена игроков, пожалуйста. Давайте, иди сюда. Следующая тройка в студию. Гармоника уходит, череда заходит. Позабыли, ты куда шел, ты, детка моя любая, да кто ж тебе оставил-то? Ну давайте, как вам нравится? Фольклористы не годится. Разбить мальчиков я могу? Разбей мальчика, разбей мальчика. Фольклорно-этнографический коллектив «Череда» приветствует вас. Мы существуем с 23-го года, уже маленько постарше, чем Гармоника. Вот, ну, участники ансамбля поют вообще и занимаются традиционной музыкой очень давно, много лет. И мы очень любим все это, и для нас это очень дорого. Мы все или кто-то где-то так или иначе или преподаем, или куда-нибудь обязательно ездим там с семинарами, со всякими прочими делами. Мы занимаемся традиционной культурой переселенцев из юго-западных районов и регионов России сюда, в Сибирь. Ну, юго-западные районы и регионы — это Калужская, Орловская и Брянская современные области. Когда-то это была Орловская и Черниговская губерния. По Столыпинской реформе очень много именно оттуда переселенцев приехало, и мы сегодня вам покажем 2 традиции, кардинально противоположные. Первая песня, она вообще тоношная, ее водят тонком, ну здесь просто такое не сильно поводишь. Тонок — это когда встают двойками друг за другом и идут по селу, и поют. И вот этот тонок, он такой наборный, то есть со двора выходят люди, еще сзади присоединяются парочка, еще сзади, еще сзади. Эту песню поют, когда идут хоронить стрелу. У нас в деревне Светлая Грива Убинского района, этой деревни уже, к сожалению, нет, была такая традиция — хоронить стрелу на Вознесении. И вот мы сейчас вам такую одну песню споем, как раз которая была вот в этом обряде. Ну, песня, как всегда, про любовь. Если вы думаете, что хоровод там лёли-лёли и все весело, на самом деле, конечно, нет. Там про то, что вот все было бы очень прекрасно и хорошо. И с Адалины, с Украины молодой школьник едя, казалось бы. Ну, школьник — это не в смысле школьник, это скорее студент.
Но на школьницку рубашечка тонкополотняна, она тонкополотняна шелком нашивана, не мать ему шила, не сестра краила. Шила, вышивала купецкая дочка, купецкая дворецкая Танечка, девочка. Вот. И он к ней приезжает и говорит: ты Танечка, Татьяночка, ти рада ты мною? Она ему говорит: не рада, сударь, тобою, славою худою. Половина садоцвитя, половина вяня. Любил, жалел, рассукин сын, а теперь не гляня. Половина садоцвитя, половина уеца. Любил, жалел, рассукин сын, а теперь смеется. Хоть ты смейся, хоть не смейся, я твоя не буду. Я получше хлопца найду, про тебя забуду. Так что все для нее хорошо кончилось, а для него нет. Рубашечку поносит человек. Я при лозе стояла, Колено ломала, я колено ломала, почечки вязала, я колено ломала, почечки вязала, я почечки вязала, на дорожку бросала, я пучочки вязала, на дорожку бросала, я дорожечки брала, мосточки мастила, я дорожечки брала, мосточки мастила, я мосточки мастила, дрожка воротила, я мосточки мастила, дрожка воротила, вернись, вернись, мой миленький, воротися сердце, вернись, вернись, мой миленький, воротися сердце, не вернися, мой миленький, махни черной шляпой, не вернись ж, мой миленький, махни черной шляпой, пуховою, правою рукою, черной шляпой пуховою, правою рукою, Сагдалина с Украины, молодой школьник едет, с долины, с України, молодой школьник едет, на школьничку рубашечка, тонко полотняна, на школьничку рубашечка, тонко полотняна, тонко полотняна, шелком нашивана, я на тонко полотняна, шелком нашивана, что не мать ему шила, не сестра краела, что не мать я мушила, не сестра краела, шила ему нашивала, купеческая дочка, шила яму нашивала, а я купеческая дочка, купецкая дворецкая Танечка, девочка, купецкая дворецкая, а Танечка, девочка, ты Танечка, Татьяночка, ти рада ты мною, Танечка, Татьяночка, ти рада ты мною, не рада, сударь, тобою, славою худою, не рада, сударь, тобою, а я славою худою, половина саду цветя, половина вяня, половина саду цветя, половину вяня, любил, жалел, просокин сын, а теперь не гляня, любил, жалел, просокин сын, а теперь не гляня, половина саду цветя, половина вьется, половина саду цветя, половину вьется, любил, жалел, просокин сын, а теперь смеется, любил, жалел, просокин сын, а теперь смеется, хоть ты смейся, хоть не смейся, я твою не буду, хоть ты смейся, хоть не смейся, а
споем вам совсем другое. Вот это были переселенцы брянские и гомельские, и там только чуть-чуть калужских жило в Светлой Гриве, совсем чуть-чуть. И калужская песня в Светлой Гриве всего одна, тоже хороводная, когда-нибудь мы ее выучим, тоже покажем, она очень интересная. Ну, а сейчас мы вам споем село, где был очень большой компонент как раз калужских и орловских переселенцев. Это совсем другой звук, манера, все другой, диалект другой. Это Красная Сибирь Качковского района. Вот, это очень тоже интересное село, мы его очень любим, много песен из него поем. И хотим сказать, что это вот тоже песня хороводная, но у нас весна, ну что петь вот грустные печальные песни? Зачем? Сейчас надо петь хороводные песни, весенние песни, в общем, всяко разно. Эти хороводы, их водят не всегда по кругу, иногда просто люди встают, если вот в избе, вот мы же не можем сейчас по кругу пойти, нет, там не было так принято, если в избе люди вставали, они вставали, кто-то вскакивал, женщины на лавках скакали, кто-то вот так полукругом вставали, приплясывали, в ладошечки прихлопывали, вот был весь хоровод. А уж если на улицу выйдут, вот там уж кругом за ручки и пошла жара. Ночь у нас воскресенье. Песня про то, что девушку выдали замуж за маленького подростка. Недоростка, еще и за Волгу. Из Калуги за Волгу это лихо, конечно. За Волгу выдали, он, значит, поздно прибывает, поперек кроватки ложится, нельзя к нему подступиться, разувать, раздевать не дается, распоясывать не пытайся. Она ему говорит: ах ты сволочь, недоросток. Не тебе мной погнушаться, а тебе мной любоваться. Не тебе я кольцо подарила, не с тобой я пожить говорила. То есть она не за него хотела-то замуж. Но меня доль не воль закрутила, когда б девушка крылышки имела, узнялась бы вверх и полетела. Тебя, зараза, так. Ладно, написать за мотор. Ноча у нас воскресенье, Воскресенье великое веселье. Воскресенье великое веселье, понедельник великая радость. Понедельник великая радость, и вечер меня батюшка просватал. Дорога.
веселее. Это был у нас коллектив «Череда», а сейчас приглашаю молодежный ансамбль «Полк мануфактура» Семенов день, руководитель Алена Карелина. Пошла жара. Жара пойдет 3 часа, ждем всех на нашу учебу в 3 часа, на нашу жару. Ну, пока все наши участники доходят, я расскажу. Вообще-то мы известны были до этого года как этноклуб НГУ «Семенов день», но в связи с некоторыми обстоятельствами, тем, что участники этноклуба выросли, закончили МГУ, уже заканчивают другие университеты, уже родили детей, которые тоже скоро пойдут в школы, мы переформатировались, и теперь мы как самостоятельная единица, полк мануфактура. Такое название выбрано, потому что мы не только поем, мы специализируемся на том, что проводим вечерки, и сегодня вы в этом убедитесь. Еще раз всех приглашаем настоятельно. И в том числе у нас есть прекрасные мастерицы в нашем коллективе, которые проводят мастер-классы для участников коллектива, и даже некоторые, можно сказать, товары представляются и имеют значимость. Люди уже спрашивают, откуда у нас такие украшения, откуда у нас брошки, откуда у нас футболки даже у нас фирменные появились. Поэтому мы решили обозваться именно так, потому что ансамблем, наверное, это слишком громко будет для нас. А полк мануфактура, в принципе, обозначает всю нашу деятельность, чем мы занимаемся. И начнем мы, наверное, с песни, которая вдохновила нас на эту песню поездка недавняя на Алтай. Песня называется «Красивый город Алтая». Красивые горы Алтая, с тоской наболевшей груди. Красивые горы Алтая, с тоской наболевшей груди. День жаркий, где нет росинки, ковыль, да булыжник кругом, ковыль, да булыжник кругом. Кубанцы роняют слезинки, друг друга смущая тайком. Кубанцы роняют слезинки, друг друга смущая тайком. Друг друга смущая тайком.
забрать. Советская власть приказала остатки бандитов забрать. Остатки бандитов забрать. Остатки бандитов забрали, остались в Аргуте в щелях. Остатки бандитов забрали. Остались в Аргуте в щелях. Остались в Аргуте в щелях. Споем «Пульс Смоленка». Это село Кемеровской области, в том саду при долине. Много вариантов этой песни. Я думаю, даже с этим тоже многие знакомы. Если что, подпевайте, мы будем рады. В том саду при долине громко Пел соловей, а я мальчик на чужбине, с позабытых людей. А я мальчик на чужбине, с позабытых людей. позабыт, позаброшен, с Молодых юных лет я остался сиротою, счастья доли мне нет. Я остался сиротою, счастья доли мне
нам любима. Споем кусочек песни, да. Ребята, будете подходить, мы небольшим составом останемся нашим. Кругомые только сиротою. Ой, да кругомые, бедна только сирота. Сиротою да с тобою, друг, Счастьица жида влетела, ой, да не вызыва, бродится жида назад. да назовут и да вернете вере. Не зимое, только не наглядно, ой, да не бедно, девица жида ко мне. Да ко мне, ой, да вернете вере. Не зимое, только не наглядно, ой, да не бедно, девица жида ко мне. Да назовут и да когда же Цветы розы только расцветали, ой, да не все крестно, роется жида сорвать. да сорвут и да когда же цветы Розы только насыхали, ой, да не все крестно, роется жида стоптать. да стоптают и да когда же живет. Чёрненько только молодая, ой, да не все крестно, роется жида любить. Любовь, что молодость проходит, и со временем тебя перестают любить. Ну, такая у меня мораль. Надеюсь, она никак не подтвердится. Спасибо. День рождения. Сейчас мы приглашаем Софью Рослякову, нашу гармонистшу. Молодежь меняет молодежь. Сыграет нам наигрыши по этнографическим записям. Меня зовут Софья Кузнецова. Я занимаюсь изучением инструментального фольклора, самого разнообразного, самых разных традиций. Не так давно мы с мужем приобрели две редкие разновидности гармоник. Это елецкая рояльная гармония, за которой я съездила в Воронеж, и томская однорядка, за которой я съездила в Барнаул, которая бытовала традиционно на территории Сибири. Но елецкую рояльную гармошку не успел мастер приготовить к сегодняшнему концерту, ее еще ремонтировать нужно, она очень долго лежала у своего хозяина на чердаке. И сегодня для вас прозвучит томская однорядка, которая пошла родом от вятской гармоники, которая была распространена в Вятке, за которой ездили из многих регионов, ее покупали и приобретали, в том числе с Кавказа. И можно смело сказать, что половина Кавказа играет на русских вятских гармониках. На ней очень характерно и интересно звучит лезгинка. Также для нее характерен мягкий и сочный. Мягкий и сочный бас
И также характерная особенность – это смена тонность левой клавиатуры. То есть нажим и разжим звучат разные звуки. Вот. И эта гармонь томская, однорядка, более традиционна для Сибири, чем распространенная нынче хромка. Ну а сейчас исполню для вас наигрыши, более характерные для юга России, или, вернее сказать, центральной части Липецка и Воронежа, мотаня. Сейчас я приглашаю фольклорную студию Бородина, руководитель Татьяна Рублева. Надо в микрофон говорить, да? Тут многие без микрофона говорили. Ну, знаете, прежде чем сказать что-то про нас, я что-то слушала вот сейчас Семенов день. Мы, кстати, тоже там с ними вместе в горах были. И я думаю, почему тут взрослые поют веселые песни, пляшут тут на всякие темы, да? А Семенов день стоит и страдает вообще, страдает одну песню, вторую. Так я о чем? Рекламирую их вечерки, потому что у нас была совместная вечерка, вот там был Лоджик. Это да. Да, еще один такой шуточный момент, когда мы в последний день нашего совместного там пребывания у Александра Ильича пошли в горы. Они нам говорят, вы нас там дождитесь, мы догоним вас, догоним. Ну, мы с детьми, родители, не молодые, разные, идем, там задыхаемся, помираем. Ветер просто нереальный ветер, когда дети подпрыгивают и приземляются через 30 сантиметров, да, в прыжке. И когда дошли, только 2 человека догнали Семенов дня, сказали, остановись, сдуло ветром. Вот. А я думаю, их сдуло не просто так, они там сидели, новую песню алтайскую учили. Вот мое такое предположение. Согласны, Семенов день? Да. Ну, вообще с нами очень хорошо, они очень заводные. Ну, а то, что касаемо нас, мы тоже коллектив второй раз на большую сцену выходящий. Вот, но мы решили закрепляться. Существует Смородина наша 2 года с небольшим. Начинала еще эту студию Анастасия, которая теперь в Москву улетела. Вот. Но мы рады, что мы вместе, что мы поем. У нас нет профессиональных музыкантов от слова совсем. Нет. Даже музыкальной школы. Нет. Вот. Но я не говорю, что это плохо, это факт просто. Да? Факт того, что это есть. Что мы поем? Мы, конечно же, стараемся и любим петь сибирскую традицию, потому что Татьяна Сергеевна знает сибирскую традицию. Вот. И поем то, что нам нравится. И первую песню как раз поем Алтайского края, но она очень распространенная. И старые ветераны фольклорного движения все ее знают. Ну, если что поделать, если она мне нравится, правильно? Поэтому подпевайте, неспокойно. Черный ворон се
как летал. Я летал там за горами, Видел синие моря, я летал там за горами, видел синие моря. две девицы красавицы, Под окошечком сидят две девицы красавицы, под окошечком сидят. они шьют, все вышивают, Про любовь все говорят, они шьют, все вышивают. Про любовь все говорят. одна девка несчастлива, Которая любит моряка. Одна девка несчастлива, которая любит моряка. а вторая посчастливее, Которая любит пахаря. Вторая посчастливей, которая любит пахаря. пахарь пашенку кончает, Солнце на закат уйдет, пахарь пашенку кончает. Солнце на закат уйдет. а моряк в далеком море Проверяет путь морской, а моряк в далеком море. Проверяет путь морской. Спасибо. Пока пела, думала, сидела, говорю, думаю, почему же еще эта песня? Она там шьет, вышивает. На самом деле у нас часть нашего состава сами себе пошли костюмы. Вот, потому что потребность возникла, вот она и выросла. И я рада, что они не стоят, и дальше движутся, и будем еще наряжаться. Будем вам демонстрировать наши красивые наряды. Ну а вторая песня, поскольку семейный фольклорный ансамбль «Родичи» разъехался по стране, а мы очень любили петь песни села Марьинка, то эту любовь, естественно, я передаю девочкам, потому что они на самом деле украинские переселенцы, прям колорит, прям много чего интересного. Сейчас мы там новую песню изучаем, красивую лирику, но сегодня не лирика, мы тоже веселые люди, поэтому споем вам повеселей. Як я вийду за ворота, кудилицю прясти, Куделицю прясти, куріпаток пасти, куделицю прясти, куріпаток пасти, всюди туди повернула, двоє задавила, всюди туди повернула, двоє задавила. Оце ж то би старий дід лихо наробило,
Оце щоби старий дід легко наробила, як узяв дід притику, побив мене морду пику, як узяв дід притику, побив мене морду пику, щоб тобі старий дід права рука сохла, щоб тобі старий дід права рука сохла, як ти ж мене побив, чуть я не здохла, щоб тобі старий дід борода облізла, як ти ж мене побив, 3 дня на піч лізла. Спасибо большое. Большое спасибо. Тарас, вы знаете, я еще очень много думала, пока выходит коллектив, про то, что как здорово, что мы снова собрались. Вот это прям... Ух, я еще хочу сказать, жалко стоит аплодисменты, которые вот этот прекрасный зал нам дала, я думаю, что-то... Есть такое ощущение, вот, поэтому... Я, знаете, что я прям сразу хочу сказать, пока они выходят. Вот пока сидим, думайте, какой, когда и следующий абонемент. Вот прям к концу решим, договорились, думайте, когда встретимся в следующий раз и с какой тематикой. И в конце сегодняшнего события примем решение. Договорились? Все, пора. Точно? Это была у нас Смородина. Студия Смородина. Сейчас выходит ансамбль «Ключи», который я вижу первый раз. Сами себя первый раз видели. Руководитель Александр Выгалов. Здравствуйте, добрые люди. Сейчас я вам скажу кое-что, прям немножечко шутки, ну, как подберем. Мы жители деревни Ключи. Мы жители деревни Ключи, Новосибирского района. И мы поем Барышского сельсовета. И мы поем песни, которые бытуют в нашей деревне. Да. Традиционно мы развиваемся вот так. Да, у нас в деревне вот так ходят. Ну это мы уж для галошки сняли. Галошки. Да. Можете нас в качестве культурного наследия. Ну, наверное, самый молодой все-таки. Вот. Скажи, Саша. Ну, наверное, самый молодой коллектив нашему коллективу, не коллективу, я не знаю. Нашему даже коллективу 3 репетиции. Да, 3 репетиции. Ой, сторона ты ли моя, ой, старо, а ну же когда ой, ой, дальняя, да как на той жаль. Ох, она болеет, да как болеть это. Шумит моя неголовья грустит тоска. Ой,
чуды деяли. Ой, за ней, да кому я кроя? Ох, неля, кому не ская, это все уюта. И плавай, ну, и да, есть плакать не веля. Не я млада черноброва, не я черноглаза, не я млада черноброва, не я черноглаза, только я молоденькая, на яичку пялененькая, только я молоденькая, на яичку пялененькая. У моего было милого 3 садика зеленого, у моего было милого 3 садика зеленого. В первом саде винограде росла трава мягкая, в первом саде винограде росла трава мягкая. Любила меня сердечный друг, что я не богата. Любила меня сердечный друг, что я не богата. В другом саде винограде росла трава высока, в другом саде винограде росла трава высока. Любила меня сердечный друг, что я млада высока. Любила меня сердечный друг, что я млада высока. В третьем саде винограде росла трава по детей, в третьем саде винограде росла трава по детей. Любила меня сердечный друг, что я не рожу детей. Любил меня сердечный друг, что я не рожу детей. В другом саде винограде росла трава лебеда, в другом саде винограде росла трава лебеда. Любила меня сердечный друг, что я млада удава. Любила меня сердечный друг, что я млада удава. Удавушка, удава, широкие рукава. Удавушка, удава, широкие рукава. Кабы было куды платье, не валяные словеса. Кабы было куды платье, не валяные словеса. Парень на ногу ступает, ума разуму пытает. Парень на ногу ступает, ума разуму пытает. Парень ручку жмет, целовать ее ждет. Парень ручку жмет, целовать ее ждет. Поцелуй, радость густа, веселика молодца. Поцелуй, радость густа, веселика молодца.
Так, это были ключи самый молодой ансамбль этого нашего вечера, еще моложе Коммуники, да. А сейчас на сцену выходит один из самых старых ансамблей города, про который на самом деле вот присутствующие мало что знают. Это фольклорный клуб Дома ученых, собственно, хозяева, можно сказать, этой площадки. Они занимаются в шагах отсюда, вот, помещения. Вот, руководитель Наталья Боленская, слово. Здравствуйте, дорогие наши гости. Мы очень рады здесь вас встретить. И рады напомнить о том, что даже если кто-то нас не знает, но точно кто-то слышал или видел. Волшебная сказка. Когда так говорят, вспоминается самое лучшее в своей жизни. Волшебная сказка. Это наши мифы. Русская волшебная сказка. Это все обряды, содержащиеся там вместе с нашими героями. Это о них, о стихиях. Иван всегда это огонь, Мария это всегда мор или вода. Поэтому наш коллектив 40 лет назад образовался в 1985 году. И первая волшебная сказка, которую мы стали изучать внимательно, с подбором этнографического материала по обрядам, это была «Царевна лягушка» и «Русалия игрище». Тогда нашим художественным руководителем была Лариса Полякова, тогда еще, сейчас она Перфильева. Вот. И вместе с ней мы прямо изучали все движения главных героев, линии их превращений. Это же волшебство. Это не может быть о людях. Там, говорят, животные, там превращаются люди в лебедушек и обратно. А царевна лягушка из лягушки в царевну. Поэтому все там символично. И мы эту сказку показывали несколько раз. Первый раз мы ее сделали в 1989 году. Большой зал Дома ученых. Приветственно нас мы освоили его. И в рамках фольклорного фестиваля, кстати. И мы показывали только первую часть этой сказки. Нас засняли на центральное телевидение, показывали несколько раз, когда одно было телевидение, центральное и местное. Вот. Потом показывали эту сказку, делали уже полный объем, это 1992 год. Вот. Царевна лягушка здесь у нас на сцене, Женечка. Здесь многие люди прям думаете, они только поют, они сказочницы, они превращались в все. Это мы хотели здесь показать даже, но не хватает нам сцены. Будем надеяться, в следующий раз мы встретимся с вами на большой сцене, думаю, что-то тогда там покажем наши части, хотя бы наших представлений. Вот. И из этой сказки мы взяли большие такие обрядовые куски и показали, знаете, в 1998 году на 200-летию Пушкина был театральный такой конкурс в городе Новосибирске, вот, в Центральном парке. Были лауреатами там. Это очень интересная, конечно, сказка. Мы вынесли на сцену заговоры, когда главный герой переходит из нашего мира в потусторонний мир и обратно. И кульминацией этого представления, конечно, это танец царевны на перу у царя, когда в это время параллельно сжигает кожу Иван Царевич. Вот. Сейчас вот эту песню мы вам споем. Оле по саду саду, оле по саду саду, по зеленому саду, по зеленому саду, лето, лепархали, лето, лепархали, все загляни, стой
вот уделить внимание тому спектаклю сказочному следующему, который назывался «Сказание о Егоре и его походе в мертвое царство». По мотивам сказки «Царевна-лягушка», по базе, по обрядовой, мы сделали вот этот спектакль, тоже на большой сцене Дома ученых, показывали ее, и потом сделали радиовариант, радиоспектакль, там совсем по-другому это все делается. И у нас сделали наш вот этот радиоспектакль, заводили по областному радио, тогда это тоже было централизовано, и слушали по всей Новосибирской области. Чем ценен вот этот вот сказочный материал? Потому что мы восстановили егорьевские праздники, и вот Егорий у нас, он пастух, он обязан вывести скотину и наложить заговор. И вот это вот невозможно, если весна наступает при великой сухоте. Для этого его посылают в потусторонний мир, чтобы он освободил, по сказке, змея дождями ведающего. Ну и когда он освобождает, то на земле идет замечательно благословенный дождь, как сейчас. Пошел дождь, пошел дробы, денег, ой, на мой сад дещик, ой, сад зелененький, на мой сад дещик, сад зелененький, ой, на то я бланку. Ой, на кудрявою, а на ту яблонку, на кудрявою, ой, на кудрявою, ой, кучерявою, зеленая веточка надломилась. Ой, спокатилась от яблочка, спокатилась. Ой, катись яблочко, ой, куды котися. Катись яблочко, куды котися. Ой, ходи, батюшка, ой, куды хочется. А следующее очень большое наше вот научный такой поиск по сказкам. Нашли мы, знаете, что вот «Аленький цветочек», оказывается, есть его основа, есть аутентичный вариант, называется «Заклятый царевич». И в 2005 году мы поставили большое-большое представление «Аленький цветочек» или «Заклятый царевич». Это тоже обрядово-музыкальная сказка, и здесь у нас на сцене есть и сказочница Женя, которая вела всю эту сказку, и все три сестры. Это Леночка Бирюкова, Леля, это у нас Весна, это у нас Зима, Лена Михайленко, и, наконец, это у нас красавица Лето. Вы представляете, 20 лет прошло, и мы снова вместе поем. Это так вообще здорово. Мне так нравится. Вот. Поэтому 40 лет это не предел коллективу. И вот в этой сказке «Аленький цветочек» или «Заклятый царевич» есть такой момент, что перелетает, он путешествует отец из нашего, значит, царства за аленьким цветочком в потусторонний мир. И вот этот переход, если кто помнит, очень часто делается в сказках перекидыванием полотенца вышитого или ширинкой через реку забвения. Вот. И по мосту проходит. Так и тут вот мы подобрали эту песню. Она такая интересная, там перепну я речушку,
не тонком тонинкою, шелковою ширинкою. Перепыною речушку, перепыною быстрою люли, 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 не танком, да не ныкаю шелковою ширинкою люли, 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 дали люли, 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 загоню я бугаря, бугаря, загулыкаю люли, 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 дали люли, 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 бугаря, загулыкаю лебедя, с лебедыкаю люли, 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 дали люли, 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 лебедок, Иванушка, беленька, Иваньевич, люли, 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 дали люли, 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 лебедка, Катеринушка, белая, Иваньевна, люли, 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 дали люли, люли, люли. Ну и, конечно, я не могу сказать вот об этом зале, о нашей последней, ну, как в большом, таком она не последняя, но большое дело, которое мы сделали. Это мы сняли наш фильм, это «Чудо вятской свадьбы». Здесь приятно, здесь многие-многие видели его. В этом зале мы показали, была премьера его в 2010 году первый раз, и потом несколько раз еще показывали. На каждый свой юбилей мы стараемся пригласить гостей и его, как говорится, показать. Фильм совершенно уникальный. Если бы мы не были вот таким народом, который всем друг другу помогает, и все это делать, фильма бы не было, он по-настоящему народный. И люди предоставляли нам свои дома для съемок. Люди договаривались, мы с ними на левом берегу снимали лошадей, то есть клуб лошадиный, вот там на конях снимали, прям замечательные девочки подстраховывали нас, которые умеют с лошадьми общаться. Совершенно чудно нашли в Светелке, в церкви мы снимали, на левом берегу. Ну, в общем, фильм снят вот здесь у нас, но на базе песен Вятской губернии. Валентина Ефимовна Котегова и Федор Федорович Котегов. Их сейчас, к сожалению, с нами нет, но они ездили в свою деревню, в одну, во вторую, записывали, а мы с Ларисой Владимировной уже вдвоем, впятером, тут у нас был такой как бы ансамблевый организационный коллектив, и мы выслушивали все эти песни, за 20 лет мы их выучили, у нас был большой багаж вятских песен, и наконец вот мы в 2010 году сняли этот фильм. И мне кажется, что вот если бы мы не делали все вместе или купно, как говорят, то этого не было. Впереди у нас Купала, наш коллектив 20 лет, праздновал его на берегу Обского моря. Поэтому последнюю песню мы сейчас споем. Уж вы, девки, разберетесь, собирайтесь на Купалу. Уж вы,
ансамблем клуб народной песни «Дома ученых». Я его руководитель Боленская балерина. Я надеюсь, вас тоже встретить у нас еще на наших вечерках. Мы почти 2 раза в год точно проводим вечерки. Ну, думаю, уже сейчас выходит на сцену самый сферический коллектив нашего города. Коллектив круглый год, фольклорная студия. Анна Васильевна. Ударим по себе. Ай ты сад, ты мой сад, ты сад зелененькая, без время зацветет, ты осыпаешься. Время сад цветешь, Осыпаешься. все прощаешься, ты, а со мною молодой не простишь пошла. со мною молодою Не простишь пошел, и ты вернейся, воротись, попрощаемся со мной. вернейся, воротися, Попрощаемся со мной, попрощаемся со мной, ой, не увидимся с тобой. прощаемся со мной, да Не увидимся с тобой, там летела пава, ой, через синее моря. летела повой, да Через синее моря и обронила пава, ой, скрыла перышко. ранела повой, да Скрыла перышко, а мне не жалко крыла, ой, жалко перышко. жалко крыла, да Жалко перышко, а мне не жаль мать отца, ой, жалко милого дружка. жаль мать отца, Жалко милого дружка, и забирают дружка, ой, вас ладошки. Фольклорная этнографическая студия, круглый год. Мы вслед за нашей сестрицей Златицей, тоже нам 15 годиков в этом году. Поддержите нас. На самом деле фольклорный коллектив, фольклорная студия «Круглый год» создавалась благодаря Татьяне Юрьевне Куликовой. Потому что, раз Татьяна Юрьевна сегодня здесь, у нее была студия «Маковцвет», и она говорит: Таня, вот нужен хореографический коллектив. Чик. Я говорю, а почему бы и нет? Да, все хотят плясать, народ хочет плясать, плясать некому, возьмись. И вот как-то, понимаете,
Заняли мы нишу хореографического коллектива. На самом деле мы добились больших успехов. Мы в этом году едем на Мир Сибири. Болейте за нас, пожалуйста. Но вот знаете, как-то вот из песни слов не выкинешь, потому что танцы это здорово, танцы это классно, а душа просит песен. Поем мы Новосибирскую область. Прозвучала песня «Сады» — это ныне несуществующей деревни Платоновка Новосибирской области, Северного района. Сейчас мы споем Новосибирскую область, Северный район, село Бергуль. Размолочеки, дружки,
чтобы не Это был первый куплет, сейчас песня. Кто следующий у нас? Будет. Гора, поднималась тача громы, ой, калина моя, ох, и малина моя, поднималась туча гром, с чистым мелким дождем, ой, калина моя, ох, и малина моя, что стоит от дождя, слава улица Христа, ой, калина моя, ох, и малина моя, не самому пройти, не девчонку провести, ой, калина моя, ох, и малина моя, а на коня садился, девка в лёдку подает, ой, калина моя, ох, и малина моя, девка в лёдку подает, всё наказывает, ой, калина моя, ох, и малина моя, всё наказывает, разговаривает, ой, калина моя, ох, и малина моя, как поедешь на любезный военный города, ой, калина моя, ох, и малина моя, в города, не заголивайся, ой, калина моя, ох, и малина моя, в больших деревнях не застаивайся, ой, калина моя, ох, и малина моя, а на хороших, на кривошек не засматривайся, ой, калина моя, ох, и малина моя, а я худая худоба, вековечная твоя, ой, калина моя, ох, и малина моя. Дружный год укатывается, следующий коллектив закатывается. Выкатывать точнее. Так, ну что у нас? Сейчас у нас на сцену выходит Красота и Марин Сад. Коллективы под управлением Марии Черкашиной. И только лишь все знают, что Красота это бывший фольклорный ансамбль НГУ, он существует с 1981 года. Так, минуточку. Да, и есть товарищи, вот выходят тут потихонечку, ковыляют, которые практически с этого времени там находились. Вот. И вот только в прошлом году Оксана Ильинична отдала бразды правления Марии Черкашиной, и теперь она командует этим отрядом. Вот. Это коллаборация из двух коллективов, студия и ансамбль Красота. Маша сама скажет, наверное. Будешь что-нибудь говорить? Здравствуйте. Значит, со студией Марин Сад мы уже занимаемся более 10 лет. В общем, у нас очень разный состав. Кто-то много лет поет, кто-то недавно, 2 месяца назад пришел. У всех разный багаж. И мы стараемся в общем, коллектив Красота и коллектив Марин Сад, поскольку один руководитель, мы поем один репертуар. Вот сейчас мы споем песню всеми любимыми, высокой ненастной, первоканника. В субботу день ненастный, мне нельзя в поле работать. Ох, и нельзя в поле работать. Нельзя в полюшке работать. Ой, не бороните, не пахать. Ох, и не бороните, не пахать. А мы поедем с тобой мелко, ой, зеленые загулять. Ох, и зеленые загулять. А зеленые
зеленым, а в садочке, ой, соловейка, соловейка поет. Вот и соловей громко поет. Не про нас же с тобой мелко, люди почут и говорят, ехали люди почут и говорят. Меня молодцы ругают, ой, тебя девять, себя девицу бронят. Тебя девицу бронят. Вторая песня у нас Ставропольского края, свадебная. Оксана Ильична Новохристюк записала в 80-х годах. А в околодезе студеная вода. Совхоз Межбегский. Наталья. Простите, у меня что-то сильнее там. В колодезе студеная вода, там поила Юша воры на коня. Ой, люли, там поила Юша воры на коня. Там Ирина воду черпала, ой, почерпнула, дай поставила. Почерпнула, дай поставила. Почерпнула, дай поставила. Ой, сама стала разговаривать. Ой, люли, сама стала разговаривать. Сама стала разговаривать. Про сторонушку расспрашивать. Ой, люли, про сторонушку расспрашивать. Какова ваша сторонушка? Веселая ваша семеюшка. Ой, люли, веселая ваша семеюшка. Весела наша семеюшка. У нас батюшка не пьяница. Ой, люли, у нас батюшка не пьяница. У нас батюшка не пьяница. А матушка разговорчивая. Ой, люли, а матушка разговорчивая. А матушка разговорчивая. И она ходит, говорит и говорит. Ой, люли, она ходит, говорит и говорит. Она ходит, говорит и говорит. А не пора ли нам Ванюшеньку женить? Ой, люли, не пора ли нам Ванюшеньку женить? Не пора ли нам Ванюшеньку женить? Ай, не пора ли нам Иришку приводить? Ой, люли, не пора ли нам невестку приводить? Все, хорошо выкатывается. Красота и моя инициатива. Так, а теперь наконец-то выходит последний коллектив этого вечера.
фольклорный ансамбль «Полынь». Вообще у нас, я забыл совсем сказать, что наш концерт называется сегодня «Любимые песни». Самое время. И мы решили сегодня вот спеть любимые песни. Не то чтобы там, что мы недавно учили, или что там что-нибудь такое мелкодрежное, а что мы больше всего любим. Вот и споем вам сегодня. Не полечим будем петь? Или будем пытаться петь, потому что что-то с Машей голосом, ну, и меня как-то. Вот мы сейчас тут все стоим такие расступленные, потому что мы занимаемся с традицией семейства Забайкалья. Мы после песни ничего не скажем про это. А сейчас поем. Ой, да не паречи. Дедушка плывет, не моя родимая матушка идет, ты иди пройти, родимая Маша, мама моя. Посмотри на несчастную, на меня, как я в чужих людишках живу, в чужих людишках жизнь не очень хороша, через горюшка слезы горькие лила, через слезы горькие с лица пала красота. Первая горюшка вышла замуж молода, вторая горюшка с года сына принесла, третья горюшка до солдата отдала. Ну, то есть тоже, как обычно, все вынали. Вот, ну, частично. Вот. В общем, песни, они все, конечно, вот такие, хотя, казалось бы, не поречь, лебедушка и так далее. Вот, откуда у нас взялись эти песни, мы все не все, вот у нас перед нами выступал коллектив
раз это, вот когда-то он был фольклорный ансамбль МГУ. Он зародился в 81 году в университете, им командовала моя матушка Христюк Оксана Ильинична. И вот с тех пор, плюс-минус, там с разницей в несколько лет, мы вот сюда пришли сначала я, потом Маша, потом Марьяна. Только Ксюша у нас там не бывала, но в принципе она подхватила нашу эту традицию семейскую. Вот. И, в общем-то, вот эти костюмы, в которых мы сейчас стоим, это во многом именно ее заслуга. Хотя человек, он, казалось бы, меньше всего понимается, но вот на самом деле эти костюмы, ну, Ксюша, сама расскажи про них. Нет, я не буду рассказывать про костюмы, потому что это огромная тема, мы утонем. Концерт не закончен. Да, давайте закончим. Ты расскажи просто про то, что это не новость. Это село Большой Куналей. У нас здесь мы совместили сегодня, решили выпендриться, частично этнографию, надеть которую мы раздобыли в своих экспедициях и отреставрировали. Вот прям на Марьяне, кстати, такой горчичного цвета. Сарафан весь был дырявый, но вот удалось его привести в нужный порядок, тоже запах, очень характерные сложные цвета. Вот сейчас такого рисунка не найдешь, в принципе, вообще. Да. Ну, а частично у нас костюмы есть готовый комплекс. Мы занимаемся с большим удовольствием костюмом, потому что через это легче понимать какие-то смыслы, которые нам передает культура. Есть другие комплексы, которые мы полностью пошли. Не то, что мы, в основном Ксюша, конечно. Вот, но эти костюмы, ну, в основном все-таки именно этнографическая основа, да, вот то, что мы сейчас видим. Вот, в остальных костюмах это именно наряды, как местные называют. И мы именно сами полностью сверху донизу пошли, включая в том числе и тапочки даже. Ну, не эти, да, это не да. Так, ну вот сейчас как раз, что мы стоим в этих костюмах, мы давайте споем песню из Куналея «Черный ворон», да? Если получится. Ну тоже фрагмент, скорее всего, у нас какие-то голоса уже подсели. Вот. Тоже очень длинный сюжет. Вообще, сюжет «Черного ворона» всем известен, да, что там, типа там, вот в этом случае, в отличие от варианта с Кривокаменкой, тут от чего сначала голова кружится от тяжелых моих больших ран, потом, значит, перевяжу я тяжкие раны подаренным белым платком, и потом, значит, начинается сюжет, который многим известен, что вот там ты не вейся, черный ворон над моей головой, там ты там слетай на сторонку на родную, передай родимой матушке с отцом поклон, а молодой жене хозяйке передай, что я женился на другой, и там, в общем, вот это все сюжет такой. Как обычно, все умерли. Вот. Но мы поем фрагменте, конечно. Она песня очень длинная. Нет, мы все споем. Если голос не уладится, то все споем. Да, все пели до конца, ничего. Да, и уже вечер закончится, а мы все будем. Ну давайте попробуем. Так, эта песня, она существует в единственной записи, именно вот в этом вот варианте, который мы сейчас будем петь. Это мужской вариант, как ни странно, хотя тут не все мужчины, да. Вот. Ну, просто эту песню поют до сих пор в этих краях. Вообще, что хочется сказать, особенно для молодежи. Вот я еще застал, как вот так вот люди ходили прямо по улице. Вот прямо вот так. Это, конечно, было вот прямо вот этой всей этой. Вот, это в одной ветке семейских. У других они до сих пор так ходят, но уже только, вот, знаете, на всякие там мероприятия. Типа там, давайте мы вот на какой-нибудь праздник нарядимся. И в принципе они вот можно встретить прям большую толпу народу, который вот так вот идет одетый. Вот. Но, конечно, из повседневной жизни костюм ушел, но, что интересно, в этих краях почти что в каждый дом можно зайти и сказать, есть что по старине. И скорее всего, что будет. Уже все вывезли. Да, ну конечно. А вот мы вчера, вот, в прошлом году в Урганте, вот ничего, там не нашли. Так, ну давайте, перейдем все к песне. Чего-то голова болеть, кружить, ой, раз и кружится, делится, тяжких ран, да перевяжу, перевяжу мои тяжкие раны.
молодцом, да ты же ты не вейся, мой черный бой, черный бой, долина над над буйной головой, да ты же не святой, черный бой, черный вороны долиной, что я тебе, что тебе. Прикажу, да ты же не святой, мой черный воля, черный вороны долина, да ты не снесека, мой черный ворон долина. Поклон, да молодой, жене-то мое да пускай мы доживете свободная долина. Мальчик на другую, да Ну, на самом деле, нам уже пора закругляться, мы уже немножечко даже вышли за лимит. Так, я предлагаю чуть
что-нибудь еще общее забабахать? И все. А что общее? Какую, про Каменскую? Ступную я брякаю. Повеселее что-нибудь давайте. Ну, давайте выходите, кто знает общие песни. Можно хоть по синим волнам океана спеть. Давайте ступную. Давайте ступную брякаю. А кто у нас тут самый... Пойдем. Ну, в общем, сейчас у нас все равно вечерка там начинается, так что давайте мы пойдем. Выйдем. Общая песня какая-нибудь. Ага, мерси. А стекану я брякану тихонечко в окно. А милую хорошую не видел я давно. Ой, ты не видишь, ой, ты не слышишь, милую хорошую не видел я давно. Ой, ты не видишь, ой, ты не слышишь, милую хорошую не видел я давно. Одел он черную шляпу, расправил он усы, а вынул из кармана, сам смотрит на часы. Ой, ты не видишь, ой, ты не слышишь, вынул из кармана, сам смотрит на часы. Ой, ты не видишь, ой, ты не слышишь, вынул из кармана, сам смотрит на часы. А дайте мне карету и карего коня, а сел я поеду, а ты белая моя. Ой, ты не видишь, ой, ты не слышишь, сел я поеду, ты белая моя. Ой, ты не видишь, ой, ты не слышишь, сел я поеду, ты белая моя. А закурил он трубку, дым пускает к ним, а милую хорошую давно он полюбил. Ой, ты не видишь, ой, ты не слышишь, милую хорошую давно он полюбил. Ой, ты не видишь, ой, ты не слышишь, милую хорошую давно он полюбил. Поеду к ней домой, а милая хорошая не хочет быть женой. Ой, ты не видишь, ой, ты не слышишь, милая хорошая не хочет быть женой. Ой, ты не видишь, ой, ты не слышишь, милая хорошая не хочет быть женой. А стекан я брякну, стаканы разобью, а мрачную водочку в стаканы я налью. Ой, ты не видишь, ой, ты не слышишь, мрачную водочку в стакане я налью. Ой, ты не видишь, ой, ты не слышишь, мрачную водочку в стакане я налью. А мрачная водочка, знать она крепка, а милая хорошая напротив меня. Ой, ты не видишь, ой, ты не слышишь, милая хорошая не против меня. Ой, ты не видишь, ой, ты не слышишь, милая хорошая не против меня. Очень хочу сказать всем большое спасибо за прекрасный вечер.